Сегодня День Великой Победы, дата, которая отзывается радостью в наших сердцах, благодарностью к тем, кто совершил подвиг для нас, будущих поколений, и скорбью о тех колоссальных жертвах, которые понес наш народ на полях сражений в блокаде и в тылу. Праздник поколений сегодня отмечают по всей стране, но главное торжество, традиционный парад Победы, прошел в Москве. Он продлился час, по главной площади страны прошлись пешие механизированные военные расчеты вооруженных сил страны. С обращением к жителям с трибуны обратился президент Владимир Путин. Глава государства поздравил всех с главным праздником страны и отметил, что сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменные монеты в реализации их жестоких, корыстных планов. Для нас в России память о защитниках Отечества священна. Мы храним ее в наших сердцах. Отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества независимых государств.
Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Уважаемые граждане России, битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас. Товарищи, друзья, дорогие ветераны, сегодня в каждой нашей семье чествуют участников Великой Отечественной войны. Вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам. Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! Командует парадным расчетом начальник. 6 из них за подвиги оперативного назначения, и Всероссийское казачье общество выполняет поставленные задачи. Во главе парадного расчета майор Магомед Цуров. Сегодня ракетные на Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом майор Магомед Цуров. Сегодня ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Самая совершенная система управления, мобильность, возможность скрытого развертывания позволяют комплексу «Ярс» оставаться грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации.